Ароматный, вкусный, свежий и подорожавший. И неважно, батон это или булка, нужно готовить дополнительные деньги. Ведь в России поднялась цена на хлеб. Почему? Попытаемся выяснить. Все по цепочке, говорят эксперты. Подросла цена на зерно, следовательно, на муку и, разумеется, на хлеб. Цены подскочили буквально за неделю. В республике пекарень много, где производят самый разнообразный ассортимент продукции. Как отмечают производители, цену подняли по необходимости, ведь рынок диктует свои правила. На муку добавили, на зерно добавили деньги, поэтому 17 рублей у нас хлеб стоит сейчас. Сколько стоил раньше? 16. То есть на 1 рубль, да, получается? Да. Ну, мы немного добавили деньги. Расскажите, у нас 3 разновидности хлеба. Вот почем? Этот хлеб Бородино, это хлеб отрубной, эти батоны. И за сколько они вообще? Это 17, это 18, это 13 рублей. Впрочем, это здесь у производителей, но в магазинах, конечно, придется платить чуть больше. Цены такие же разные, как и разновидность хлеба. Средняя цена за хлеб в Ингушетии 18 рублей, вот за такую булку. Конечно, еще недавно его можно было купить за 17 рублей. Цена, конечно, поднялась незначительно. К примеру, вот за такой круглый хлеб придется заплатить 26 рублей, а еще недавно он стоил 25. Не случайно говорят, хлеб всему голова, ведь сложно представить любое меню без этого продукта. Поэтому многие при покупке не обращают внимания на подскочившие цены, ведь сколько бы он ни стоил, без него никак. Ну, для меня это было незаметно, как-то я не заметил это, не ощутил. Но, если не ошибаюсь, где-то на рубль, где-то на 2 цена поднялась на хлеб. Если кто-то не ощущает этого, но многие, те, у кого не хватает финансовых средств или еще как-то, для них, конечно, это заметно. Изначально подорожало зерно. Только за 2018 год на пшеницу в России выросла цена на 47%. Специалисты оправдывают это тем, что урожай в этом году выдался не самый богатый. Да и к тому же Новый год и новая система работы. Так заявляют в управлении Федеральной антимонопольной службы, рост цен составил от 1 до 4 рублей. Около года мы, получается, питались этими ценами, низкими ценами и пользовались ими. Нынешнее еще повышение цен на хлеб, он обусловлен еще некоторыми факторами, такими как, допустим, только за прошлую неделю цену на пшеницу 3-й категории выросли на 225 рублей за тонну. Плюс еще НДС, который с этого года вырос на 2%, тоже туда вот легло. И плюс незначительно все-таки повышение на горюче-смазочный материал, что, естественно, влияет на доставку, на стоимость доставки. На ценовую политику влияет и то, что многие производители сами же реализуют свою продукцию, поэтому и цены у многих заметно ниже, чем в магазинах. Если эти цены будут повышены от производителя, и у этого производителя будет доход за прошлый год более 400 миллионов рублей, тогда мы его объявляем, анализируем рынок, соответственно, объявляем, что он занимает доминирующее положение, и, соответственно, можно включить сам механизм антимонопольного реагирования. Так или иначе, большего скачка цен на хлеб не предвидится. За этим будут следить ответственные службы. Лена Цычоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.